Знатоки и любители чувашского языка проверили свои знания на всечувашском диктанте. Мероприятие посвятили Дню чувашского языка, 175-летию со дня рождения просветителя чувашского народа Ивана Яковлева и году педагога и наставника в России. Было ли сложно писать текст, разбиралась Милена Алексеева. Написали всечувашский диктант сегодня не только чуваши. Среди участниц вынужденная переселенка из Мариуполя. В нашей республике она проживает уже год. За это время она успела найти работу и очень благодарна чуваши за оказанную помощь. Я Чебоксары уже воспринимаю как свой родной город. И с большим интересом начала изучать чувашскую культуру, чувашскую письменность, историю. Я изучала грамматику чувашского языка и решила принять участие в написании данного диктанта. На диктант пришли люди разных возрастов. Среди пишущих было много студентов. Проверить свои знания они пришли целыми группами. Я готовилась очень хорошо, вечером каждую ночь читала, правила повторяла. Диктором выступила Светлана Храмова. Именно по ее записи писали всечувашский диктант в республике. Ну а в Институте образования она озвучила текст вживую. В этом году являюсь лицом всечувашского диктанта, чему я очень рада и счастлива. К диктанту я готовилась тщательно. Несложно было догадаться, о чем текст самого диктанта. Он посвящен 175-летию со дня рождения чувашского просветителя. Мы провели конкурс текстов диктанта, и всего было отправлено на наш адрес 53 работы. Из них выбрали текст Михаила Юхмы. Это текст о жизни и творчестве Ивана Яковлевича Яковлева. Всечувашский диктант прошел на 4 площадках: в Институте образования, Национальной библиотеке, Госуниверситете и педагогическом вузе. Помимо очного участия можно было написать диктант онлайн, слушая текст в прямом эфире на волнах Таван-радио и Национального радио Чувашии. Милена Алексеева, Регина Кубайкина, Юрий Марков. Республика.